Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 2 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Это то, что будет нам мешать. Карта на отношения, карта на работу, карта на денежки и итог дня. Цыганская колода нам подсказывает. Итак, рыцарь пентаклей. Карта очень устойчивая. Когда у нас решаются важные вопросы, связанные с деньгами, у нас все идет своим чередом. Мы чувствуем себя способными обеспечить семью, если она у нас есть, обеспечить себя, решить какие-то важные вопросы с покупками, может быть, сделками какими-то, потратить деньги на поездку какую-то, может быть, билеты купить, а может быть, кто-то уже отправляется в поездку прямо в этот день. Также карта говорит еще и о том, что, в общем, вся тема денежная будет преобладающей сегодня. Что это может быть? Мы можем покупать какие-то вещи, может быть, очень нужные, или вещи, которые делают нас счастливыми, да, вот мы себе, допустим, в них нравимся, либо то, что дарит нам радость. А также карта говорит о том, что мы можем получать подарки от кого-то. Может быть, это что-то приятное, может быть, что-то полезное. Также кто-то, может быть, будет покупать какие-то золотые вещи, драгоценности, ну или бижутерию в крайнем случае. Для кого-то станет вопрос важным сейфа, да, может быть, вам нужно иметь сейф для того, чтобы хранить там деньги. Либо у кого-то, допустим, будут проблемы с сейфом, его нужно будет ремонтировать. Также карта говорит о том, что мебель можем покупать в этот день или ремонтировать мебель. В общем, как-то с мебелью тоже может быть тема связана. Что еще важное? Может быть, нужно сегодня найти каких-то помощников. Может быть, для кого-то это адвокаты, может быть, для кого-то это просто люди, которые за нас могут замолвить слово, да, или помочь материально как-то. Может быть, какие-то ценные вещи нам нужны, да, и, может быть, нам, допустим, не хватает средств, могут помогать нам люди. Также карта поддержки, то есть если нам нужна поддержка сегодня, мы обязательно ее получим, если только обратимся к людям, которые рядом с нами. Сегодня важна тема сбережений. Может быть, вы будете какую-то часть денег откладывать вот именно на ваши сбережения, или, может быть, наоборот, придется потратить. Сейчас я посмотрю. Да, скорее всего, будете откладывать. Либо, если тратить, то только на нужды дома. Так, что еще важно? Может быть, вы будете заниматься там телом, фитнесом, регулировать как-то свою диету. Что еще важно? Может быть, знаете, нужно осторожными быть, чтобы не было потерь денег. Потому что вот у нас здесь карта 8 мечей, да, может быть, либо кто-то попросит у вас в долг, да, и вы, допустим, дадите, потом они вам не вернутся. Либо еще каким-то образом здесь есть вот возможность потерять деньги. Хотя вы об этом даже можете не догадываться сегодня. Ну, в принципе, все. Кстати, могут быть новые источники дохода какие-то открываться, для кого-то какие-то важные вопросы с бизнесом, если вот эта тема для вас интересна. Может быть, новая какая-то работа даже. Что будет помогать? 8 мечей. Карта говорит о том, что будет помогать чувство такой опоры на себя, взятия на себя ответственности. Когда мы понимаем, что бы ни происходило, какие бы события вокруг нас ни происходили, какие бы люди на нас не влияли, все-таки только мы сами определяем нашу жизнь, нашу судьбу, и только мы принимаем решение и не позволять никому на это влиять. Скорее всего, будут такие попытки со стороны людей, либо сложные обстоятельства будут, и будет хотеться сбросить с себя ответственность. Но вот карта говорит о том, что помогать будет именно опора на себя. Что будет мешать? Здесь выпадает дама жезлов. Мешать может импульсивность или, может быть, излишнее
разговорчивость наша, да, когда мы выдаем какие-то свои секреты, рассказываем о своих планах, желаниях, то есть лишнего не нужно говорить сегодня. В отношениях выпадает карта старшего аркана Солнце, то есть в отношениях все замечательно. Это может быть карта, когда праздник какой-то семейный, торжество, да, может быть, у кого-то может быть какой-то юбилей из членов семьи, а может детская тоже, вот как детский какой-то праздник. Также вообще карта такого счастья, карта, когда у нас много эмоций положительных, оптимизма, много желаний. В общем, в принципе, такой очень приятный день для отношений. Посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Вот у вас может заканчиваться одиночество, как раз вот может встреча произойти с человеком, с которым можно построить в дальнейшем семью, иметь детей и так далее. Для тех, кто в паре, туз пиковый. Карта говорит о том, что будет очень много эмоций, будет много моментов, связанных с близкими людьми. Может быть у вас здесь желание устроить своим близким, своему близкому человеку там романтический ужин, да, или просто как-то порадовать, в общем, создать праздник, скажем так. В основном это, наверное, женщины будут стараться, а мужчины, они будут, как принимать от женщин вот такое вот, такие сюрпризы, скажем так. Так, для тех, кто в ссоре, восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы либо можете встретиться в кругу друзей со своим партнером, с которым вы сейчас в ссоре, и вот есть возможность помириться, либо могут ваши друзья как-то повлиять на то, чтобы вы помирились. Работа. В работе выпадает королева пентаклей. Да, день у нас рыцарь пентаклей, а здесь королева пентаклей. То есть тоже больше здесь направление на зарабатывание денег, на подтверждение своего профессионализма. Карта, когда нужно все, в общем, все рассчитать, за всем уследить, чтобы каждая бумага была на своем месте. В общем, знаете, вот такой напряженный рабочий день, когда на вас вот большая ответственность и вот много-много мелочей, за которыми нужно уследить, чтобы все было на месте, чтобы все было в порядке. Для тех, кто в поиске работы, десятка червовая выпадает, можно найти работу, связанную, скорее всего, с каким-то учетом, да, с бумагами, или какие-то помогающие профессии. И, скорее всего, вам здесь помогут люди, близкие вам в поиске работы. Что-то вам подскажут. Для тех, у кого уже есть работа. Король пиковый говорит о том, что нужно закончить. Сегодня будет какое-то очень важное дело, какой-то важный проект. Возможно, сроки какие-то у вас здесь горят. И вы будете стараться вот все сделать как нужно. Не только поспешить, да, но и сделать все правильно, все идеально. И, в принципе, вот будете довольны этим днем, вы будете чувствовать, что сделали все возможное. Для тех, кто своим делом занимается, какие-то перемены у вас будут значимые в этот день. Скорее всего, будет... Либо вы решите что-то поменять в своем деле кардинально, да, может быть, либо тему поменяете вашего бизнеса, либо новое направление добавите, либо одно закроете, другое начнете. Ну, в общем, день такой, знаете, с одной стороны, вам будет хотеться поменять все, с другой стороны, может быть, даже страшно, да, вот что из этого получится. То есть эмоции как-то примешиваются сюда. Финансы выпадает король жезлов. Это карта, которая говорит о том, что деньги могут приходить через интернет, на карту. Деньги могут приходить благодаря помощи каких-то людей, которые к нам относятся лояльно. Это может быть, кстати, и родительская помощь для кого-то. Также здесь могут приходить деньги, которые... положены от государства, какие-то дотации, какие-то пенсии или еще что-то такое.
В принципе, вот карта для денег очень хорошая. Какие-то вот наши желания по деньгам могут осуществиться. А для тех, кто на зарплате, возможно, вы будете испытывать эмоции какие-то по поводу денег, либо действительно вот от семьи получаете деньги, да, не просто вы зарабатываете, а вот кто-то из вашей семьи. А деньги в любом случае как бы общие. Либо у вас могут быть эмоции по поводу денег, но может быть, допустим, не столько, сколько вы ожидали. Или, может быть, приходится тратить очень много там на какие-то поездки, на отдых, на отпуск, на семью, на детей и так далее. А для тех, кто своим делом занят, но здесь направление новое, поэтому денег, скорее всего, здесь не так, не столько, сколько вы привыкли получать, меньше, да, но все-таки есть возможность уже получить какие-то первые деньги, может быть, от нового направления. А также карта говорит о том, что вы можете вот в вопросе денег проявлять какую-то незрелость, может быть, неправильно вкладываете, может быть, небрежно как-то относитесь к деньгам, может быть, не считаете все, да, не рассчитываете там доходы и расходы и так далее. Может быть, здесь вот нужно быть внимательней. И по итогу дня выпадает тройка чаш, то есть в любом случае мы испытываем в конце дня удовлетворение от того, что происходило сегодня. В основном эта карта связана с семьей, с друзьями, когда мы в близком кругу проводим время, можем общаться, говорить о важном. В общем, карта такой радости, веселья, праздника. Вот такой замечательный может быть день 2 июля. Друзья, желаю, чтобы все так и было. Всего вам доброго. До новых встреч.